Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Плодотворный труд на благо республики. Сегодняшний подарок заслуженный работник машиностроитель, конечно, заслуга всего нашего коллектива. В преддверии Дня Республики в Казанском Кремле вручили государственные награды. Кто их удостоен, расскажет Вероника Гайнутдинова. Языки разные, цель одна. Сегодня на ценности ребенка огромное влияние оказывает интернет. О чем сегодня говорили на глобальном молодежном форуме в Казани, расскажет Рамиль Галиулян. В Кремле открылась уникальная выставка «Казанское Поволжье. Образы народной культуры». 29 костюмных комплексов. Благодаря вашей поддержке нам удалось воссоздать. Какие работы можно увидеть на выставке, расскажет Сирина Васильева. Сегодня в Казанском Кремле чествовали татарстанцев, которые внесли достойный вклад в развитие республики. Традиционно в преддверии 30 августа государственные награды лично вручает Рустам Минниханов. Здесь не только выдающиеся личности, но и настоящие управленцы, за которыми коллективы предприятий российского и мирового масштаба. Казанский пороховой, который в этом году отметил 235-летний юбилей. ПОЗИС празднует 125-летие. У Татнефти 80-летие добычи первой тонны нефти. Райс республики поблагодарил каждого за достойное служение Отечеству, преданность делу и созидательный труд. Подробнее в репортаже Вероники Гайнутдиновой. Казанский Кремль в преддверии праздника в ярких красках. Утопает в цветах повсюду флаги России и Татарстана. И в преддверии Дня Республики здесь традиционно вручают государственные награды тем, кто внес значимый вклад в развитие Татарстана. Деятели науки, образования и спорта, культуры и духовной сферы, врачи, руководители крупных холдингов и промышленных предприятий российского и мирового уровня, успешные управленцы и предприниматели. Именно на вас, активных и неравнодушных граждан, мы опираемся при решении главной задачи по повышению качества жизни населения, говорит Рустам Минниханов. Хочу поблагодарить каждого из вас за достойное служение Отечеству, преданность делу и созидательный труд. Вы все заслужили признание своим трудом и талантом. Благодаря вашему вкладу в развитие республики и страны сегодня Татарстан является одним из высокоразвитых опорных регионов Российской Федерации. Орденом почета награжден художественный руководитель балетной труппы оперного театра Владимир Яковлев. Этой же награды удостоен генеральный директор Татнефтехиминвест холдинга Рафинат Яруллин. В этой отрасли он уже 52 года. Химию очень люблю, стараюсь ее пропагандировать. И чтобы по технике Татарстан стал одним из первых республик в России. Орден за заслуги перед республикой получил хирург Дмитрий Крастильников, легенда здравоохранения Татарстана. Он первым в республике начал проводить трансплантацию печени. Эта награда еще важна для меня тем, что я родился и вырос в Казани. И вся моя жизнь связана с Казанью и Республикой Татарстан. Здесь я учился, достигал всех высот в хирургии, в науке, во всем. И всегда считал и считаю себя счастливым человеком. За плодотворный и многолетний труд на благо республики орденом Дуслык награжден генеральный директор нашей телерадиокомпании Ильшат Аминов. Телевидение – это, безусловно, коллективный труд. И от водителя, от рабочего студии, от режиссера, от инженера, от всех них зависит картинка. Поэтому и моя медаль, и моя награда, и мой орден – это, конечно, работа сотен людей, которые ежедневно приходят к нашим дорогим телезрителям и делают их жизнь лучше. Государственных наград удостоены и руководители крупных холдингов и промышленных предприятий Татарстана. Орден Дуслык Рустам Минниханов вручил председателю управления и генеральному директору Сибура Михаилу Карисалову и руководителю Казанского порохового завода Александру Лившицу. Медалью ордена за заслуги перед республикой награждены генеральный директор Татнефти Наиль Маганов и руководитель холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов. Выразить свои благодарности все-таки нашему первому президенту Минтиме Шариповичу Шаймиеву. Я помню те долгие-долгие времена, давнишние, когда нам поверили, доверили. У Казанского вертолетного завода сегодня проблем нет. Скажу следующее, что завод загружен более чем на 3 года вперед.
Зеленодольский завод имени Серго первым в республике награжден почетным знаком России за успехи в труде. Его коллектив получает в год 125-летия со дня основания предприятия. Для нас Республика Татарстан, наша страна, наша Россия очень дорог, особенно сегодня. Для нас, оборонщиков, потому что последние более чем 2 десятилетия мы с вами боролись за обеспечение сохранения сначала. А сегодня, конечно, мы на передовой. Готовы впредь обеспечить обороноспособность страны и его безопасность. Сегодня в зале участники специальной военной операции. Они проявили мужество и самоотверженность, защищая интересы страны. Сразу 4 бойца батальона «Алга» удостоены медалей ордена за заслуги перед республикой. Мы это все проходим и пройдем. И в том числе благодаря вашей поддержке. Эта поддержка ощущается на каждом уровне. Благодарность президента России за вклад в проведение празднования 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии получил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Десятки татарстанцев удостоены сегодня почетных званий. Заслуженным машиностроителем страны стал Мударис Халиев из Набережных Челнов. Он уже 43 года работает на КАМАЗе. Ощущаю получая такую высокую награду, гордость. КАМАЗ на сегодняшний день достиг до таких успехов. 200 автомобилей мы собираем уже за сутки. За месяц мы на будущие планы уже сентябрь месяц. У нас план на 4,5 тысячи автомобилей. Народным артистом Татарстана сегодня стал актер театра Камала Фанис Дзиганшин. На сцене Камаловского он играет уже почти 30 лет. Когда Рустам Нургалевич вручал награду, он спрашивал: «А у тебя не было, что ли, до сих пор звания?» Я говорю: «Да, но зато есть у меня благодарность вам». И сказал, что я рад служить самому старейшему театру в Российской Федерации Галескар Камалу. Наградили сегодня 53 человека и коллектив предприятия. За каждым, кто сегодня получил награду. История их успеха и история всей республики. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. 100 ключей от машин вручил сегодня Рустам Минниханов лучшим главам поселений республики. Это 97 автомобилей «Лада Нива» и 3 автобуса. В Казани в преддверии Дня республики подвели итоги конкурса среди муниципальных образований. Торжественная церемония прошла на площадке перед Казань-Экспо. Райс республики отметил, органы местного самоуправления ближе всех к населению. И нужно, чтобы работники были мобильными и чувствовали удовлетворение от своего дела. Сам конкурс проводится с 2010 года. За это время автопарк муниципалитетов обновился на 3000 машин. Это дань уважения местному самоуправлению. Эта работа очень кропотливая, очень сложная, очень неблагодарная. Все сложности вы, как громадвод, берете на себя. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, хорошей работы, процветания нашей республики, процветания тех территорий, которые вы представляете. С каждым годом все больше и больше народу приезжает. И вот такие Нивы, автомобили Нивы нам обязательно нужны. Оказывает содействие работе. Большая поддержка для наших жителей. У меня поселение 7 деревень. Это очень трудно добираться. Мы больше будем ездить, больше будем обходить села, деревни, и больше работы будет. Лучше, качественные, я думаю, работа будет. Сегодня в Казани большое международное событие – глобальный молодежный саммит. Проводится он при поддержке Организации исламского сотрудничества. И в прошлом году Казань была молодежной столицей стран ОИС. Масштабы форума можно оценить по количеству стран-участниц. Приехали делегаты из 30 государств. Главная тема пленарного заседания – роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи. Для участия в саммите прибыл полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Что в фокусе внимания молодежи, узнал Рамиль Галиуллин. Они все говорят на разных языках, но объединены одной целью – наладить сотрудничество и поделиться опытом. В Казань приехали 140 делегатов из 30 государств.
Генеральный секретарь Министерства молодежи Камеруна в Татарстане впервые. В его стране подросткам уделяется большое внимание. Приехал рассказать об этом. Государство делает все возможное для нашей молодежи. В 2008 году был создан Национальный совет, который стал площадкой для молодых. Что касается экономической сферы, мы помогаем начать свой бизнес. Зачастую у молодежи нет средств на стартовый капитал. Мы оказываем поддержку. Делегация из Ливана приехала поднять острую проблему в молодежной среде. Сейчас международная проблема в том, что все по телефону, потому что иногда мы видим детей, как 3-4 лет уже года, и они вот по телефону и так далее, и это очень плохо. Вопрос влияния интернета на ценности ребенка стал главным и на пленарном заседании. Рустам Минниханов подчеркнул, вызовы во всемирной паутине каждый день становятся все более серьезными. Мы сталкиваемся с новыми для себя явлениями в виртуальном мире, которые затем становятся реальными проблемами, психическими расстройствами и угрозами безопасности личности. Все это требует от нас нового качества работы. Зачастую дети и молодежь не знают обо всех возможностях, созданных в дальних государствах. Как отметили участники, в работе с молодежью в Татарстане уделяется большое внимание. И по словам Игоря Комарова, в республике с особой ответственностью относятся к поддержке традиций и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Он подчеркнул, Россия рассматривает традиционные ценности как основу развития общества. Россия вместе с государствами, также придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации. Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений – важнейший пункт этого противостояния. Как отметили, в 2030 году молодежь составит четверть населения Земли. Воспитание традиционных для культуры конфессий ценностей будет залогом дальнейшего успешного развития всего мира. Казанский глобальный молодежный саммит – это призыв к действию для того, чтобы наделить нашу молодежь силами и создать устойчивые решения. Саммит подчеркивает важность обучения длиною в жизнь, принятия новых идей, развития навыков, получения образования. Саммит в Казани завершится завтра. Всех участников сегодня пригласили на Всемирный фестиваль молодежи. Он пройдет в Сочи в марте следующего года. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. С официальными представителями стран-участниц молодежного саммита Рустам Минниханов встретился отдельно. Для нас большая честь в очередной раз принимать это масштабное международное событие, тем более, что оно проводится в период празднования Дня Республики Татарстан, отметил Раис Республики. Одна из тем встречи – межнациональное согласие. Рустам Минниханов поддержал идею проекта, который будет развивать институт школ-побратимов. Это актуально для построения справедливого многополярного мира. По словам Раиса Республики, у каждой школы должен появиться побратим. Мы видим потенциал в развитии международного молодежного взаимодействия через обменные программы, создание совместных школьных инициатив. Казань, наша столица, в этом плане готова стать своеобразным международным молодежным хабом для генерации и реализации совместных проектов. Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом молодежного форума ОИС Тахой Айханом. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений на молодежном уровне. Рустам Минниханов напомнил, весной состоится Генеральная ассамблея молодежного форума ОИС, где будут приниматься системные решения по ее развитию. Рустам Минниханов пригласил Таху Айхана на заседание группы стратегического видения России «Исламский мир» и саммит БРИКС в 2024 году. В завершении встречи Раис Республики вручил гостю медаль «100 лет образования ТАССР». В условиях развития многополярного мира, сохранения традиционных для стран ОИС ценностей, на самом деле это сегодня очень важно, продолжить процесс интеграции, укрепления взаимоотношений, ну и развитие новых совместных инициатив. Находиться здесь – большая честь. Для меня вы не просто уважаемый человек, но еще и наставник. У нас остались самые приятные воспоминания с прошлого года. Казань была столицей молодежного форума. Мы вам благодарны за вашу помощь, за вашу поддержку. Не хватит никаких слов, чтобы передать все наши эмоции о днях, которые мы провели здесь.
Рустам Минниханов встретился в Казанской ратуше с генеральным директором ИСЭСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом. Всемирная исламская организация занимается вопросами образования, науки и культуры в мусульманских странах, которые входят в Организацию исламского сотрудничества. Ее называют исламским аналогом ЮНЕСКО. Рустам Минниханов отметил, Татарстан – один из ведущих российских регионов, которые активно взаимодействуют с мусульманским миром и ОИС. Но наш потенциал еще не исчерпан. Салим бин Мохаммед Аль-Малик подчеркнул, сегодня есть много направлений для взаимодействия. Мы в ИСЭСКО стараемся следовать такому же пути, по которому идет Татарстан. Вы поддерживаете молодежь. В общем-то, можно назвать Татарстан молодежным регионом. Я уверен, ваш визит и дальнейшая наша работа, она должна проходить уже более в активном формате, форме. С генеральным директором ИСЭСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом сегодня встретился и Минтимер Шаймиев. Он представил гостю экспозицию Фонда Возрождения, рассказал о восстановлении древнего Болгара, острова Градо-Свияжск, создании Болгарской исламской академии и строительстве собора Казанской иконы Божьей Матери, а также полилингвальных комплексов Адемнар. Салим бин Мохаммед Аль-Малик поблагодарил Минтимера Шаймиева и отметил, первый президент Татарстана известен в исламских странах как первый российский лауреат международной премии имени короля Фейсала. В Татарстане могут начать производить национальную одежду. С таким предложением сегодня выступил райис республики Рустам Минниханов. Идею он озвучил во время посещения новой уникальной выставки «Казанское Поволжье. Образы народной культуры». Экспозицию представили в присутственных местах Кремля. Многие элементы выполнены вручную на основе сохранившихся музейных экспонатов и частных коллекций. Что удивил гостей, расскажет Сирина Васильева. Очень рад, что сегодня представить вам результаты нашей большой работы, которая выполнена по инициативе АСА. Спасибо. Сегодня в присутственных местах Кремля Рустаму Минниханову представили выставку «Казанское Поволжье. Образы народной культуры». Это уникальное собрание. Реконструировали 29 костюмов народов Поволжья конца 19-го, начала 20 века. Представлены образы городских и сельских жителей – русских, татар, башкир, чуваши, мордвы, удмуртов и марийцев. Это действительно уникальный проект. Подобных проектов еще не было в России. Воссозданы образы, чтобы они были с полным набором тех компонентов, которые требовалось. Это такое пособие, методическое пособие и для фольклорных коллективов, и для мастеров, дизайнеров. Многие элементы одежды, украшений и аксессуаров выполнены вручную на основе сохранившихся музейных экспонатов и частных коллекций. Рустам Минниханов высоко оценил выставочные работы. Вдохновившись коллекцией, поставил задачу организовать производство национальной одежды, чтобы любой желающий мог ее купить. Орнаментов, естественно, жених чувашский. Идея создания проекта зародилась 2 года назад во время презентации костюмов русского народа в день рождения Александра Пушкина. При поддержке Рустама Минниханова он реализовался. С выставкой сегодня также ознакомился и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Сохраняя свои традиции, обычаи, одежду, мы укрепляем наше общество с заглядом в завтрашний день. Думаю, что сегодняшняя выставка и проделанная работа, она имеет и научное обоснование, научный характер, и практическое направленное. Это нагрудное украшение называется шельгеме. Девушка его носила, потому что она была более беззащитная по сравнению с женщиной. И здесь нужно было вот этот шумящий эффект, который отпугивал злых духов. Людмила Шкляева рассказывает об особенностях костюма чувашки. Говорит, ее сначала было слышно, только потом видно. Все из-за обилия монет, бисера и ракушек в одежде. Многое можно узнать и по палитре образа. Белый цвет невинности, красный же радости. Это не просто платок, это платок невесты. Его вышивала каждая девочка. Она готовила приданное себе, начиная с 7 лет. Их учили уже вышивать. И к 13-14 годам у них был готов весь комплект. Русский национальный костюм здесь представлен на 4 моделях. Это мужские и женские праздничные наряды жителей Лаишевского уезда Казанской губернии конца 19 века. Ну, конечно же, изюминкой коллекции является вот этот образ русской невесты. Он состоит из праздничного сарафана, белой рубахи с длинными рукавами и широким воротником. Здесь же множество украшений: цветочный венок, шейное украшение барок и серьги из бисера.
Экспертная группа изучила материальное и культурное наследие всех народов Татарстана. Издана специальная книга. Выставка работает до 1 октября. Затем переедет в Дом дружбы народов. Сирина Васильева, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Тимур Кадыров был в кадровом резерве и стал новым директором Дома дружбы народов Татарстана. Теперь главный вопрос – смещения приоритетов работы Дома. Как именно, читайте в интернет-газете «Реальное время». С героями Российской Федерации встретился сегодня Рустам Минниханов. Встреча прошла в Казань-Экспо. Участие приняли полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. В преддверии Дня Республики в Татарстан прибыли 20 героев России. Визит делегации организован в рамках всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества». Она проводится с целью патриотического воспитания молодежи. Герои страны посещают различные регионы и проводят уроки мужества в школах, вузах, кадетских корпусах, воинских коллективах. Рады, что такой состав героев сегодня находится здесь вместе с нами. Чтобы сегодня в том числе воспользовались возможностью получить от вас информацию, ваше видение, понимание, ощущение, ваши чувства, что мы все вместе можем сделать. Труд и любовь к людям. Это есть, как говорится, залог успеха. Желаю всем здоровья и дальше поддержки. Ребенок, который сегодня на протяжении этих дней пообщается с живым героем, увидит его в живых, придя домой и скажет: я сегодня общался с живым героем, видел, я хочу стать таким, как он. Хочу поинтересоваться, будет ли возможность создания организации, которая будет объединять ветеранов СВО. Надо на этом специализироваться. Мы понимаем, ведь мы должны к этому быть готовы. Вот эти ребята, которые на фронте, они же вернутся. И мы должны не только заботиться вот сейчас, это надолго, и это наш долг. Республиканский филиал Госфонда «Защитники Отечества» сегодня посетили Фарид Мухаммедшин и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Филиал работает с 31 мая в ДК «Химиков» в Казани. В одном месте кабинеты социальных координаторов, психологических и юридических консультаций и службы занятости. Гости осмотрели помещения и пообщались со специалистами. Как отметила руководитель филиала Гузель Удачина, ежедневно обращаются около 20 человек, участники СВО и их родные. Игоря Комарова заинтересовала проактивная работа фонда, когда специалисты, не дожидаясь обращений, сами предлагают различного рода помощь. Одна из наиболее востребованных – психологическая поддержка. За 3 месяца порядка 409 обращений было за психологической помощью по Республике Татарстан. Только 2 вот этих кабинета приняло 308 человек за 3 месяца работы. Это родственники в основном? Это родственники, это ребята, вернувшиеся в том числе. В этом году в столице дополнительно установят 200 камер видеонаблюдения. Сейчас всего 68. А уже в следующем году в Казани и Набережных Челнах появится интеллектуальная система распознавания ДТП. Искусственный интеллект в потоке машин будет фиксировать аварии в реальном времени и передавать информацию в экстренные службы. Сейчас разрабатывается отечественное программное обеспечение. Для разработки и тестирования беспилотных автомобилей в Елабуге создают специальный полигон. Презентация пройдет на международном форуме «Казан Digital Week». Как отметил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Ревкат Минниханов, в рамках цифровизации города основная задача – объединить все системы на одной платформе. Когда вы говорите о технологических решениях, вот наша задача, вот это все лучшие технологические решения, как-то были интегрированы. Насчет этого вообще вопрос не идет. То есть должна быть единая платформа, единый подход. Мы сегодня говорим сейчас о цифровизации. Мы пробуем создавать единую платформу управления транспортными. Там тоже много вопросов в связи с тем, что все системы разрознены. Поэтому вот этот пул, он существует, недостатки существуют, но есть и хорошие вещи, которые вы сталкиваетесь. В первую очередь фотофиксация, вы уже не нарушаете правила дорожного движения. Сбербанк запустил новую моментальную карту с быстрой доставкой. О новых возможностях в один клик в нашем репортаже.
Сбер запустил доставку дебетовых Сберкарт от 15 минут с помощью сервиса «Самокат». Если клиенту срочно потребовалась новая пластиковая карта, то достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перейти к оформлению дебетовой Сберкарты, выбрать опцию «Доставка от 15 минут» и указать нужный адрес. Клиент получит дебетовую Сберкарту в моментальном формате в срок от 15 минут. Карта в моментальном формате – это классическая дебетовая карта Сбербанка, только без имени владельца. Вместо него лаконичная Сберкарта. Неименная ничем не отличается от именной, кроме скорости получения. Предоставляется на тех же условиях и обладает теми же преимуществами. Для получения карты не требуется паспорт. Клиент забирает ее как обычный заказ. Чтобы активировать карту, нужно просто отсканировать QR-код на мини-памятке, к которой приклеена карта, а после привязать карту к платежному счету в Сбербанк онлайн. Карта отобразится в приложении банка и будет готова к использованию как онлайн, так и офлайн. Эта опция доступна для владельцев смартфонов на операционной системе Android с версией приложения Сбербанк онлайн не ниже 14.16. Услуга пока доступна в Казани, Уфе и Москве. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Перед началом сезона Рустам Минниханов встретился с руководством, игроками и тренерским штабом хоккейного клуба «Ак-Барс». Он поблагодарил спортсменов за достойный прошлый сезон и пожелал хорошей игры и побед в новом. Райс республики отметил, татарстанцы гордятся своей командой и вместе с ней переживают победы и поражения. Игроки, в свою очередь, поблагодарили Рустама Минниханова и подарили тюбетейку с вышитой надписью «Ак-Барс Казань». Чемпионат России по хоккею стартует 1 сентября и продлится рекордные 165 дней. Мы гордимся нашей командой, мы гордимся вашей игрой. И, конечно же, Республика Татарстан и хоккейный клуб «Ак-Барс» – это одно и то же. Поэтому мы очень сильно болеем за вас, переживаем. Очень много людей. Наши фанаты не только в Татарстане, поэтому вместе с вами радуемся, вместе с вами расстраиваемся. Спорт есть спорт. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Наилем Дзахате. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска новостей. Увидимся в 21:30. Здравствуйте, Исяммисис, в студии Наиль Дзахате. В Татарстане устанавливается довольно комфортная погода, практически без осадков. Температура повышается. Подробнее прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево предстоящей ночью будет пасмурно. Температура до 10 градусов тепла. Днем переменная облачность. Осадки не ожидаются. И около 17 градусов тепла. В набережных Челнах, в Нижнекамске и Лабуге днем также будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 10, днем 19 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши в предстоящие сутки такая же погода. Дождей не прогнозируют. Ночью плюс 10, днем до 18 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси похожая картина. Осадков не будет. Ночью 8 градусов тепла, днем плюс 18. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске чуть теплее, ночью до 10, а днем до 20 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно с прояснениями, дождей не будет. Ночью около 10, днем около 18 градусов тепла. В Казани в день города без дождей. Ожидается переменная облачность. Температура около 11 градусов тепла ночью и около 19 днем. Ветер северный, местами порывами до 5 метров в секунду. Давление чуть больше нормы. 753 миллиметра ртутного столба. Влажность около 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Кенерегес уңышлы булсын.